меняю форсунки на Сейчере. Вот такой Сейчер приехал с проблемами по форсункам. У него идут пропуски по зажиганию. Вот. Свечки нормально работают. Проверял. Катушки тоже переставляли, пробовали. Но вот форсы у него были забиты. Вот это вот забитые форсунки ошни. Это контрактные. Будем ставить. Форсунки поменяли. Двигатель работает. Ровнее стал работать. Сразу чувствуется. Всем привет. В общем, у нас такой вот автомобиль в работе. Сейчер. Вчера я поменял ему форсунки. Вот. Но у него еще есть проблемка с демпферным диском. Демпферный диск что-то потрясывает. Вот. Дребезжание есть. Надо ему менять. Хозяева купили свой демпферный диск. Нам надо выполнить только работу. Снять коробку и заменить его. Вот. А так вот такой автомобильчик. Сейчас работает нормально. А вот когда у него перебой с двигателем, он сильно начинает трясти. Вот, немножко даже есть. Короче, прикольная фишка нашел в Сейчере. У него, короче, автоматический ручник. Не как у других машин. У Везелей, допустим. У Везеля надо, чтобы поставить на паркинг, надо кнопочку нажать. А здесь получается, вот у него клюшка. Как только R-ку делаешь, у него сразу снимается автоматом ручник. Вот как только на паркинг ставлю, у него задний ручник электронный сразу начинает тормоза зажимать. Вот так вот, короче, работает эта система. Ну, прикольная машинка на самом деле, этот Сейчер. Вот надо разобраться с демпферным диском и все. Вот Макс приехал, будет сегодня разбирать этого красавца. Мы будем сегодня снимать с него коробку. Ну и будем как бы разбираться с этой машиной. Как снимается инвертор, как снимается коробка, что за демпферный диск там стоит. Мы все это сегодня поймем. И как бы мы будем такие машинки ремонтировать уже. Нам на нем, как бы, можно сказать, и научиться, и понять, из чего он состоит. Вот. Ну, демпфер у него вот такой, диск. Разбиваются у него вот эти, получается, боковые вот эти вот элементы, которые держат типа его. Ну и пружинка ослабляется. И все, и он начинает там брякать. Он себя никак не проявляет при работе двигателя при ровной. Когда двигатель нормально работает, когда у него форсунки работают, свечи работают нормально, троения нету, он никак себя не проявляет, звука не будет. Он может на холодную, резко когда заводится, сделать так, дык-дык-дык-дык. Ну, дребезжание, короче. Когда у него начинают эти пружинки там елозить, он дребезжит и все. Этот звук противный, вот он и появляется. Вот. Я ему вчера поменял форсунки. Рампа у него находится здесь. Снимаются элементарно, в принципе, нормально. Ну, а так, что здесь можно сказать? Вот инвертор у этого автомобиля. Здесь новые вариации. Двигатель 2ZR FXE. Это уже модернизированный 2ZR FXE у него. Ну, модернизировали тут что? Форсунки сделали чуть-чуть другие. Они более удлиненные. Удлиненного типа. То есть там такие... Это керамические форсунки они сюда засунули. Знаешь, для чего керамику сделали? Оказывается. Керамику я вчера узнал. Керамику керамические вот эти форсунки. Для того, что они находятся максимально в камере сгорания. И если там будет простая форсунка, ее начинает коробить от температуры. А керамика, она не коробится от температуры. Из-за этого сделали керамическое вот это напыление. Но керамика от перегрева-то может ломаться? Да, может. Ну, может. Не может. Не может. Она перегрева не боится, но она боится зато УЗ ванны. Ну вот когда мы в ванну, допустим, кладем форсунки на чистку, вот, они начинают вот этот слой керамический убивать. И вот поэтому они потом начинают течь, эти форсунки, в принципе. А так, форсунки у него... Ну, типа да, я так понял, как-то их то ли трещины появляются, то ли что. Форсунка, она вот так выглядит, вот так. Она удлиненный носик. И вот он максимально достает до камеры сгорания, получается. Ну, они у них, в принципе, это MPI форсунки невысокого давления, обычные, по-моему. Но они вот такие вот, керамические, дорогущие. Вот. Ну, эти форсунки я пробовал на тесте, смотрел на стенде, они льют.
А вчера поставил форсы, все хорошо, она заводится, вообще работает ровненько, никаких звучков нету. Сейчас разберемся с демпферным диском, ну и отдадим клиенту. Пусть радуется своей машинке. Машина на самом деле прикольная. Это конкурент Везелю, прямой конкурент Везелю, но у Везеля немножко салон побольше будет, чем на нем. Да, и Везель побольше. Везель немножко побольше, да. Но здесь попроще двигатель, проще, геморроя меньше, нету роботизированной коробки. У него обычная планетарная передача, это егошнее преимущество, капитальное преимущество. Потом двигатель простой. В принципе, здесь нету ни системы ТНВД, ничего такого здесь нету. Здесь обычный, как Prius 55. Где-то это автомобиль, он как бы получается, можно сказать, собран из двух автомобилей как будто бы. То есть у него часть камрюшная, часть Prius 55. Батарейку ту же взять, по-моему, она у него похожая на Камри новых вариаций. Вот, ну, 70-ник, по-моему, Камрюха. Хотя здесь металлогидридная батарея. На 70-й Камрюхе там уже идет, по-моему, как он называется? Литий. Что такое маленький ЕГР? ЕГР, да, у него вот здесь вот. Ну зато смотри, плюс какой они сделали. ЕГР клапан обычный, а трубка, посмотри, какая толстая. Вообще мощнее. А почему так они сделали? Они ушли от этой проблемы, чистить его постоянно, каждые 30 тысяч. Меньше получается. Засоряется. Он, вот, поэтому здесь, в принципе, эти машины для нас не хлебные по ЕГРу. Вот, смотри, какие. Они не дадут по ЕГРу. Все сиденье разобрали, все. Мы же... Сбоку же чека находится. Где? Вот, я оторвал вот это. Да? Вот же. Мы вчера с Андрюхой... Вот же. Достал же. А, ты не достанешь ее так, да? Она не даст выйти. Она не выйдет оттуда. Нет. Подожди, аккумулятор отсоединим. Там по-любому сидушку снимать придется. Ну и в принципе все. Вот как-то вот такая машинка. Также у него есть две... Она работает? Она работает пока. Выключите ее, она. Ну. Заглуши. Аккумулятор у него хорошо, что здесь находится, как в 55-м Приусе. Вот, они его засунули сюда под капотку. Ну, короче, тачка прикольная, по сути. Пацаны тут уже разобрали, сняли инвертор, открутили, да? Че, как? Че расскажешь? Что хорошего, блядь? Плохо все. Почему? Все легко, да хуй тут что легкого. Да? Тут пол машины разобрать надо изначально. М-м. С одним этим инвертором, ебать его, какие у него фишки, ебать, вот такие, тут, блядь, получается, вот эту хуетой. А это вы как? Изнутри сняли, получается? Да. Где инвертор? Вот он инвертор. Инвертор, вот он, фишки такие тоненькие, да? Фишки, вот две фишки, Ну. вот еще две фишки. Угу. Ну-ка, давай-ка его сюда. Аккуратненько. Потом у него здесь вот откручивается два болта нахуй. И вот эта И рампа. тут посередине еще шуруповерт у него прикручен нахуй. Нихуя. Это крышка егошняя. Угу. Потом у него еще сетка тут идет, все эта сетка закрывается. Угу. Ну разбираете? Потом вот здесь Нормально. два шланга идет. Ну это теплообменники Ага. ебаные. Ага. Мы только с теплообменника вытекли пока. Вот его теплообменник, вот он. На. Видишь, мы вот здесь два болта открутим, он просто у нас будет висеть. Угу. Мы не будем выкачивать с него. Вытаскивать. И что, как думаешь, он на подушке держится или как? Двигатель. Он на подушке, конечно, вот у него подушка идет. Вот он. М. Тут пришлось эту косу отсоединить, ну, блядь, зря, наверное. Чтобы этот... Главное, пины не- Чтобы инвертор отсюда. Тут главное пины не Да позагибать. понятно, ёпти, конечно. Аккуратненько, Там да. знаешь, какие пини Тоненькие. Тоненькие. блядь, мелкие, нахуй. На. Чуть-чуть там пальцем палец засунешь, сразу помнешь. Ну ничего, это потихоньку, поаккуратнее. Вот эту вот хуйню, нахуй, вот я не знаю, снимать ее, не снимать, так и пусть остается. Мне кажется, так пусть остается. А ее трогать не надо. Да. Тут- Все, в принципе. Тут что нам надо открутить? Сейчас вот это И, всё. короче, тут у нас этот, выключенная на свой.
Так, заезжает к нам вот такой вот ног на замену помпы. Ну, там крыльчатку будем менять. Здесь Макс что-то с фитом ковыряется. Такой вот фитяра. О, грязи сколько, да? Машина на газу. Гибридная и на газу дальше. Банится у нас сейчер. Там Серега уже помпу практически поставил. Все. Ну а здесь что могу сказать? Вот Макс снял инвертор. Там снял привода. Вон там он. Сальник что-то немного, да? Чуть-чуть подкоцан. Ну это сверху вот это. Ну. Это не это. Надо его по Не, идее. он не повредит. Но по идее менять надо его. По-хорошему. Балку сейчас снимает. Коробка снимается намного сложнее, чем на Хонде. Она тяжелая. Ну, И откручивать надо больше на всего. Хонде тоже не просто это изначально делать. Это, Да, конечно, я знаю. это сноровка нужна, да. Ты просто уже к Хонде привык. Сноровка у тебя жесткая. Ты уже знаешь каждый болт, как откручивать и когда. А тут нет. Здесь надо еще пока потренироваться. Ну ничего. Да, болты хуй победишь. Максон красавчик вообще. Ему уже и Тойота не по плечу как бы. Ему пофигу, что разбирать. Все так просто, нахуй. Закручено охуенно просто. Мощно, да? Шаровые у него здесь мощные на сейчере. Но они съемные. Что, шаровая у него, по-моему, уже такая себе, да? Да нет, нормально. Нормальная? Только у него вот рейку открутить, да, блядь. Инвертор, вот он снял. И вот он демпферный диск сам. Сейчас будем в момент истины бы добраться до него бы. Да, геморройно, конечно, тут разбирать все. Ну ничего, разберем, соберем. Сегодня мы, может, разберем, завтра, может, соберем, посмотрим. Так уж не так, нахуй. Смотри, какая Ну херня. это диск на нем стоит. Да. Это я диск снял. Ну-ну. Всё, и этот нахуй его остается. Смотри, а у него что, стрелки какие-то есть, да, Макс? Смотри, вон, смотри, стрелка. Вот это стрелка. Вижу, ага. А как его достали, помнишь? А не, у него метки есть. По меткам, видишь? Ага. Он хуй куда ты в обратную сторону не пойдет. Ну-ну. Видишь, у него 3 направляйки. Ага. Если неправильно, он не пойдет. А, Он по направляйкам вставляет. ну да. Демпферные диски. Вот это контрактный. А вот это не контрактный, это который мы сняли. Покажи, как она дык-дык-дык делает. Угу. Вот он, шум этот и идет. Этот поменьше. Чуть-чуть так. Этот почти не шумит. Вообще нормально, да? Но. Угу. Вот его и будем ставить. Да, она как бы поменьше, конечно. Ну этот сильно прям, да. Он когда заводится, дын-дын-дын, начинает шуметь маленько. Дын-дын-дын, да. Ну чуть-чуть совсем. Когда я форсунки поменял, Ну вот. звука Вот. почти не стало. Вот. Она, например, где как вот. Она вот крутится. Да, да. Не, Видишь, стучит. он как-то вот так ее делает. Вот так. Когда он заводится, он получается нагрузка. То есть идет, когда он что-то двигатель неровно срабатывает, на 3 цилиндрах начинает его заводить, он вот такой делает. И она маленько стучит. Как бы неровно его запускает просто этот движок. А когда двигатель ровно запускается,
4 форсунок работать начинает ровно, тогда такого звука-то и нету. Ну. Уже меньше. Меньше, да? Меньше стало. Ну. Вон, смазка же есть. На. Это вообще не стучит. Да, этот брякает. Это вообще не стучит, кстати. Ну, Сейчас, ну. по крайней мере. Ну все, его ставь и Ну-ка, всё. потряси-ка. Макс прикручивает демпферный диск. Контрактный уже. Протягивает. Сильно, братан, не тяни, не сорви. Сейчас будем собирать Сичера. Коробку поставить главное бы, да? Коробка осталась. Всё. Вот, поставили коробку. Все воткнули. Все красиво у нас. Подушку зацепили. Поставили, поменяли демпферный диск. Все, сейчас Макс все соберет. Масло заливаем свежее. Масло, кстати, вытекло все. У них надо сливать масло, у этих автомобилей. Ну и все, в принципе, на этом. Он собрал почти Сичера. Завтра осталось нам пару нюансов там закрутить. И зальем антифриз новый в инвертор. И масло в коробку свежее поменяем. И все на этом, в принципе. Будет машинка ходить. Такой вот Сичер собрали. Короче, поменяли мы демпферный диск на нем. Дело очень проблематичное. Снимать тут эту коробку, это вообще жесть, конечно. Мы даже специальную приблуду сварили. На ней сделали как бы все. Ну, нормально. В принципе, все делается. Было бы желание. Поливает свежий антифриз. Будем лить Акиру минус 50. Вот такой вот антифризик. Хороший. Японский. Фирма Кик. Чутка тут мало будет. Сейчас еще достану одну новую. Завтра масло зальем свежее. Как раз за ночь. А сядет, да? Ну, Воздух выйдет. ну. Проводим замену масла. Все. Сичери. Вот. Заливаем Toyota AT Fluid VS. В коробке меняем. Потому что то... Что-то у него пошла. Ну, пошла сверху, да? Пошла сверху? Ну-ка давай добивай все до конца. Если льется, то все. Не надо. Давай, давай. Вот все кончилось. Все кончилось? Да. Льется, Макс? Что-то как-то, знаешь, Хуевенько, да? уже не льется. А, ну сейчас еще давай немножко. Все, нормально. Все, льется. Вижу, что льется. Загоняем воксика на чистку ЕГР. Вот такой воксик у нас приехал. Honda от нас уехала сейчас только что мы. Дроссель почистили, масло поменяли. Здесь у нас Максимка уже почти Сичер собрал. Осталось там резьбу немножко поправить на приводе. Чуть-чуть коцаная. Сейчас поеду покупать лерку. Куплю лерку большую на 22. Проточим ее. Поставим. Новые гайки я купил уже тоже. Дай мне гайку. Где они? Вон же, до хрена их. Ты не делай пока, а? Нет, я тут и соберу. А, тут собирай, ну.
Вон гайки новые. Да. Все, сейчас гайку поставит, эту сторону соберет. Я сейчас поеду с Андрюхой. Да, она собрана, просто гайку поставить. Объект еще посмотрим. По видеонаблюдению у нас там есть работа. Ну и плюс Лерочку возьму. Привезу. И все, сейчас сейчас дособираем. У нас стоит на обслуживании выжимного подшипника вот такая Honda. Следующую Макс загоняет Хонду и будем делать ей. Здесь будет замена сальников произведена. Полностью достанем выжимной, разберем, весь его помоем и также смажем его новой смазкой. Все, эта машинка у нас сохранит свой выжимной. То есть молодец клиент, то есть заботится о машине, не ждет, когда у него выйдет и оригинал из строя. И как бы сейчас мы ему сделаем и будет кататься, радоваться. Так что гибрид-центр работает. Работаем для вас. Все, сечерчика мы завели. Все, попробую прокатиться сейчас. Как идет, как едет. Все, вот у нас работает все. Здесь была произведена замена форсунок. И замена диска демпферного. Угораешь, блин. Не пугай. Не вижу ничего. Вода-то есть, воды нету, конечно. Давай зальем, что ты, Жека? Вот машина в ремонте была 3 дня почти. Сейчас проверим, прокатимся, чтобы нигде ничего не подтекало. После ремонта всегда надо все проверять, потому что мало ли что. Всяко может быть. Так. Едет на батареечке. Вот так вот. Вот, отдает заряд на колеса. Нормально заводится и мягонько все это делает. Нету никаких лишних звуков. Масло мы в коробку свежее залили. Антифриз тоже поменяли в инверторе. Ну не пристегнутый, я не пристегнутый, не пищи. Ни одной ошибочки нет, все хорошо работает. Ну, вообще топает ему. Четко едет. Заколебало. Пристегнусь. Все. Мне нравятся все черри, у него вот тут вот как сделано. Интересно, красиво. Консолька у него, рычаг от Камри получается, они поставили.
Чем-то она на камрюшную похожа. Вот это вот решение тоже чем-то с Камри похоже. Тачка прикольная. В чем-то она поинтересней Везеля, в чем-то нет. То, что у нее мало места очень, это, конечно, сзади печально. У Везеля побольше будет. Ну а так, по своему конструктиву намного машина лучше. Вот сейчас мы поставили демпферный диск. Нам не пришлось никакие калибровки делать, ничего. Просто вот поставили, завели машину, залили масла, жидкостя и все. На этом как бы никакого геморроя, никаких проблем нету с этими машинами, с ремонтом. Что про Хонду не скажешь, то что там выжим бы поставили, допустим, что-то бы, мало ли что, могло быть все что угодно. Может быть, пришлось бы выжим опять менять, либо его опять вскрывать, опять коробку снимать, что-то дорабатывать, доделывать. Короче, там коллаборации такие. А так, по сути, Toyota надежная вот в этом плане. То, что да, сложнее разбирается, сложнее ремонтируется, там инвертор только открутить, сколько надо проблем. Там проводов много откручивать, отщелкивать. Вот. Плюс балка у него очень крепко закручена, на 10 болтах почти что крепится, короче. Ну, тем не менее, тачка прикольная. Камера заднего хода у него хорошая. В общем, все работает в штатном режиме, все нормально. Сейчас будем тачку давать хозяину. Вот такой красавчик отремонтировали. Toyota CHR. Так что, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Батареечка у нас заряжается, заряд идет, все хорошо. Как-то так, в общем. Сейчас будем отдавать хозяйке. Ну так-то он подрывает мощно, может. Кузов маленький, мощности ему вообще в достатке. Никаких шумов нету при переходе с двигателя. Все хорошо работает. Машинка высокая. Сейчас броню поставим, проверим течи, и на этом все. Да охрененно, что, все нормально, едет хорошо, звуков никаких вообще нету, все пропало. А то были у нее переходы с двигателя на гибридку, был шум, да, сейчас уже нету. И ну что нам, сейчас течи проверить все, броню закрепить и все, отдаем машину. Макс красавчик, как всегда. Все четко. Лайк Максу поставьте. Короче, разобрал Макс Везеля. Сняли коробку. И что у нас там, шум, говоришь, да, идет? Да, жесткий. шум хороший. Ну-ка, покажи-ка, что там случилось.
Вообще жестко. Шумит вообще. Ну, Горел, ебать. да. Вообще там у него смазка, получается, ее походу там 0. 0, да. Абсолютно 0. Диски хорошо так пожрала у него. Закидала, видишь, Ну да. дисками. Это Феррадо. Феррадо, ну. Полилась она. Полилась, ага. Вот она у него, видать, пинаться-то и стала. Он говорит, подпинываться стала. Легко. Легко, ну. Вот посмотрим, что с этим диском. Ну, Что-то шумит. тут тонковатый диск совсем. Вообще там сцепление уже 0 пока. Но. Всем 0. Хуевенькие диски. Ну, посмотрим, что. Может, что сможем смазать и обратно поставить. Ну, надеюсь, ага. Ну, это будет Разберем завтра. на завтра. И все. На сегодня пока хорош работает. Короче, пыльник шаровый, триподный. Он Порванный. был проколотый, вот там все закидал. А, ну там на коробке я могу показать, Ну. что там его закидало. Ага. Так, где тут его закидывать? А, вот. Ну вот, вот эта вся его хуйня, вот тут. Все здесь Грязь. замаслено, да? Смазка. И этот пыльник. Проткнули его или что, я не знаю. А, вот. На. Жидкость свежая у него, нормальная. Ну вот, видать, где-то вот здесь. А, вот дырка. Вот, да. Ну. Это видно, что ее меняли, болт совсем другой здесь стоит. Ну. Здесь другой болт стоит на 34, а там на 30. Понятно. Ну а мы с Андрюхой сегодня установили почти подъемник. Расклинили его, поставили. Андрюха? Ага, Андрюха. Что бы Андрюха без меня-то сделал-то? Все сделал. Сверло бы я не купил. Хули бы ты сделал? Так. Анкера поехал, купил. Тоже все вот так вот, короче. Ну, площадку залил Андрюха, это базара нет. Короче, выставили его сегодня вот так вот. Короче, нормальный, в принципе, подъемник должен быть. Мы его еще расклиним. То есть мы его сейчас у Косину здесь поставим и к гаражу привяжем вот эту балку. И все, и будут такие ворота. Троса у нас как пружина, как струна. Натянуты. Бам-бам, да? Можно играть на них, да? Ну да. Покажи ему, что они мертвые. Линки? Не надо менять. Линки мертвые, да? Да. Пыльник тоже порван. О, Такие тут вообще так себе. кирдык ему. Ну, Болтается все. Потом стабилизатор пружин, резинок тоже. так Мертвые, да? Да, и здесь так. Еще он. Ну да, Понос. да. Здесь тоже себе. есть. Если хочешь, не А хочешь. шаровые как, братан? Шаровые нормальные. Нормально еще? Да, шаровые здесь оставляются, это на везеле такая Ага. система. А, Шаровые здесь оставляются. Очень хорошие. Пыльники целые. Шаровые хорошие. ну Хуенные. все понятно. Рейка у него 3 болта нахуй. Это везель. Там вот на том 2 болта. Два На болта. шатле 2 болта. На фите 2 болта. На нем 3 нахуй На. идет. Крепче. Крепче. Ну что хочешь сказать, он крепче, чем Сечер? Сечер крепче будет, мне кажется, по ходовке. Ну не знаю, ну посмотри какие привода. Здорово, точно такие. Там, Больше то, даже того. там больше. Думаешь, там больше? Там больше, толще. Вот эти вот вообще толстые же. Ты чё? А, ну вот эти, да, толстые. Да. А сам-то шаровый. Это. Граната я имею в виду. Ну, как сказать. Короче, мне кажется, ходовка все-таки у Сечера покрепче. Потому что у него 10, ты говоришь, А болтов. тут, братан, посчитай, сколько там. Там, блядь, Тоже много. почти столько же. Да? У Ну, него они, в слишком принципе-то, они- навезли больше разбирать, Они, в чем принципе, лучше. одноклассники, эти Ну да, машины. одноклассники. И что еще сказать? С суппортами. Ну? Очень хорошие. Вот как должны крутиться. Даже с приводами они так, братан. То есть вообще от руки, Вот да? так вот. Да? Вот это Вот. да, это да. Сам А у будешь тебя попробовать? вообще жесть, да? Да везде, бля, у многих вот. Ну-ну. Легко. Даже с этим. С приводом. Так я вот проверял. еще заметил, что я выезжаю калиброваться, даже после ремонта, да, вот, допустим, Мгм. ходовка, если ушатанная на Мгм. машине, она зажатая, она пиздец как мешает ему. Что-то как будто его держит Да, постоянно. что-то Тупо. его держит, да. И он вот прям это вообще, тормоза. он даже разогнаться ему тяжело, Да. потому что оно мешает. Да, его тормоза держит. Тормоза, да. Стопудово. Да, да. И у тебя такая же история на Такая же фите. хуйня. Надо делать. Даже с колесом туго, ёпте. Ну. А Так тут что- вот как от руки, спокойненько. Вот, да, вот так должны крутиться.
Ладно, что, сегодня бы отработали. На сегодня закрываемся. Сегодня много масла меняли, как бы. Работы тоже много было. Вот. В общем, наша задача сейчас ездили отремонтировать. Ну и все на этом. Пока что. Он заводится с полоборота. Полный газ, 5 минут и мы дома. На зеленый сигнал светофора. После ночи не спит этот город. Он заводится с полоборота. Полный газ, 5 минут и мы дома. На зеленый сигнал светофора. После ночи не спит этот город. Кружит по городу Лада Приора. Кто там звонит, номер чей-то знакомый. Мои типы раздают на колонках. Этот мотив засядет надолго. Сзади заряженный сапвален 200. Братик, скажи, как тебе в новом месте. Прокуренный салон, пусть пробегом, зато скромным. Мои пацаны выдают не только словом. Он заводится с полоборота. Полный газ, 5 минут и мы дома. На зеленый сигнал светофора. После ночи не спит этот город. Он заводится с полоборота.